Тогда мы переходим к рассмотрению дела по существу. И слово для выступления предоставляется судье-докладчику Искамбаеву Эмиль Дзюлдашевичу. Пожалуйста, Эмиль Дзюлдашевич. Спасибо. 19 ноября 2018 года в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики поступило ходатайство Токтоматова о проверке соответствия пункта 4 части 2 статьи 19 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре и адвокатской деятельности статьям 16, 18, 20 и частям 2 и 3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики. По мнению заявителя, существующее правовое регулирование, предусмотренное пунктом 4 части 2 статьи 19 Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности, не позволяет гражданину, ранее лишенному лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, повторно получить такую лицензию. Тем самым заявитель считает, что оспариваемая норма создает препятствия для осуществления гражданами Кыргызской Республики права на свободное использование своих способностей, предусмотренное частью 2 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики, согласно которой каждый имеет право на экономическую свободу, свободное использование своих способностей и своего имущества для любой экономической деятельности, не запрещенной законом. Также часть 3 указанной статьи, как утверждает заявитель, признает право каждого на свободу труда, распоряжаться своими способностями к труду, на выбор профессии, рода занятий, охрану и условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Он также отмечает, что оспариваемая норма, помимо ограничения права гражданина на повторное получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, также несет в себе дискриминирующее положение, нарушающее требования статьи 16 Конституции Кыргызской Республики, налагающий запрет на дискриминацию и гарантирующий равенство всех перед законом и судом. Так, граждане, уволенные из правоохранительных и других государственных органов в связи с совершением дисциплинарного проступка, а также досрочно освобожденные с должности судьи в связи с небезупречностью поведения, имеют право на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью по истечении 1 года со дня освобождения, а лица, ранее занимавшиеся адвокатской деятельностью, лишенные соответствующей лицензии, лишаются права на занятие адвокатской деятельностью пожизненно. Кроме того, Токтоматов, обосновывая свою позицию, ссылается на положение статьи 20, согласно которой не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях лишь защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Такие ограничения могут быть введены с учетом особенностей военной или иной государственной службы. Вводимые ограничения должны быть соразмерны этим целям. Как считает заявитель, указанные ограничения не соответствуют указанным целям. На основании изложенного заявитель просит признать оспариваемую норму, противоречащей Конституции Кыргызской Республики. Определением коллегии судей от 27 декабря 2018 года данное обращение было принято к производству. По делу проведены все необходимые процессуальные действия для подготовки его к рассмотрению. На сегодняшний день дело готово к рассмотрению. Спасибо, Эмиль Дзюлдашевич. Уважаемые коллеги, есть вопросы к Эмилю Дзюлдашевичу? Нет?